Ассаламу алейкум, дорогие телезрители. Добрый день, наши уважаемые гости. В эфире ток-шоу «Путь Кадырова». И я, ее ведущий, Хамзат Хасыев. И сегодня мы собрались здесь, в этой студии, с кавалерами ордена Кадырова, чтобы вспомнить роль Ахмада Хаджи в становлении республиканских силовых структур и правоохранительных органов республики. Итак, сегодня у нас в гостях министр внутренних дел по Чеченской республике, генерал-лейтенант полиции Руслан Шахаевич Алханов, заместитель командующего Северно-Кавказского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации, полковник полиции, Герой России Алибек Султанович Делимханов, заместитель министра внутренних дел, начальник полиции, генерал-майор полиции Апти Аронович Алаудинов, заместитель председателя парламента Чеченской Республики, в прошлом заместитель министра внутренних дел Роман Лечиевич Эдилов, начальник Грозненского линейного отдела Министерства внутренних дел России на транспорте полковник полиции Али Уэйсович Тагиров, начальник управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Чеченской Республике генерал-майор Шарип Султанович Делимханов, бывший прапорщик огневого взвода командующего отделения ОВД по Русмартановскому району Казбек Тагирович Баталов, советник главы Чеченской Республики, директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмада Хаджи Кадырова Адам Сайдалханович Шахидов. Маша Дуал. Первый мой вопрос я адресую министру внутренних дел Чеченской Республики. Каково это было служить своему народу рядом с таким человеком, как Ахмад Хаджи Кадыров, Руслан Шахаевич? Ну, вы знаете, действительно, первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмад Абдулхамидович Кадыров, стал на путь спасения нашего народа. Он прекрасно понимал, что, став на путь спасения нашего народа, он тем самым со стороны бандитов подвергается огромной опасности не только себя, но и свою семью, близких родственников. Я считаю, для себя и для всех ребят, которые находились рядом, для нас огромное счастье то, что на тот период нам пришлось стоять рядом, и мы были рядом с ним, и нам удалось хоть чем-то быть полезным ему. Он, будучи тогда, когда стал на путь спасения нашего народа, он был муфти Чеченской Республики. Но, невзирая ни на что, он стал на этот путь для того, чтобы спасти наш народ. Мы помним с вами те события, когда в 1999 году, когда республика практически был хаос, беспредел, беззаконие, безвластие, он один сказал правду, что те бандиты, которые во главе с Масхадовым вергли наш народ в пучину, никому не нужны бойни, где народ наш страдает от произвола со стороны и бандитов, и федеральных сил, которые вели боевые действия. И он стал на путь спасения нашего народа. Бандиты, в свою очередь, объявили награду за Ахмад Хаджи. Он это прекрасно понимал. Будучи в своем родовом селении, он говорил: я нахожусь в своем родовом селе Цинтерое, я здесь, я вас не боюсь. И Масхаду, и Басаям, всем он выступал, говорил, что вы бандиты, вы народ наш подставили. Он знал методы бандитов, он знал, что за Ахмад Хаджи была огромная правда, он людям доказывал правоту свою, он собирал народ, когда он говорил им, что вот такая ситуация, что мы должны консолидироваться, мы должны вместе навести порядок в республике. Мы с вами помним, 2001 год он ездил по районам, люди говорили: берегите его. Действительно, он говорил правду. За ним была правда, потому что он говорил, что и даже если я один буду, но я буду стоять против этих бандитов. Мы с вами помним, из 53 стран были террористы на нашей республике. То, что удалось Ахмаду Абдулхамидовичу Кадырову консолидировать общество наше, провести выборы, принять Конституцию, это говорит о том, что он был богословом, он был верующим человеком, он был сильным политиком. Политиком большой буквы, мирового значения, потому что он говорил правду, только правду.
Руслан Шахаевич, насколько я знаю, вы долгое время и постоянно в самые сложные моменты были рядом с ним. И я знаю, что не раз на него покушались. И даже после этих покушений это его характер закаляло? Вы знаете, после каждого покушения, вот, вы знаете, он абсолютно, вот, когда где-то у нас были теракты и покушения, вот, он очень спокойно относился к этим вещам, абсолютно нигде, вот, в его глазах не было никогда чувства страха. С войнавской Он говорил, да. Дел ожил валвел тагвас, но дел ожил алхирю, я не дат хумахер дат вилало я на ударе. Хил и ситуация не сельская, бәргіне арты душы, чаквалы, да, далдел уэл далгазу облдерцин. Да, помню ситуацию в правительстве, когда в соседней комнате, когда проходило совещание в зале, проходит совещание, где присутствует председатель правительства, министры, в соседней комнате взрывает взрывное устройство в этом пылесосе. Занесли взрывное устройство, уборщица, взрывается, и взрыв происходит, но это было сделано для того, чтобы направить взрыв в сторону, вот, где сидел Ахмад Таджи. Взрыв происходит, вот, именно в зал заскакиваем, дым, он пристал, говорит, садись, садись, скажете, нас взорвали. Абсолютно не было, вот, абсолютно там, чтобы он спокойно к этим вещам относился, он знал, что на него идет охота, но тем не менее, абсолютно не боясь ничего, потому что он знал, что только судьба народа, который ему доверил свою судьбу, он знал, что именно за судьбу народа он несет ответственность, и он шел намеченной цели. Он был очень смелым, он был воином с большой буквы, потому что он был и политиком, богословом, он был воином, потому что в это тяжелое трагическое время на себя взять груз ответственности не решился ни один человек в нашей республике, ни один. Руслан Шахаевич, а вот его роль именно в становлении системы МВД, я знаю, что с 2003 по 2004 вы возглавляли ОМОН, и на тот момент состав Министерства внутренних дел, по сути, это очень мало людей составляло. Какова его роль именно в становлении? Мы с вами помним в 2004 году на стадионе «Динамо» его слова, то только сотрудники местной милиции смогут навести порядок в республике. Мы с вами помним, когда было воссоздано Министерство внутренних дел. Благодаря Ахмад Таджи было воссоздано Министерство внутренних дел по Чеченской республике, где он на самом верху, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорил, что только именно с местными сотрудниками могут навести порядок. Его услышали, и благодаря Ахмад Таджи было воссоздано Министерство внутренних дел по Чеченской республике, где сотрудники работали, и я хочу сказать с уверенностью, что сотрудники милиции не подвели своего руководителя Ахмада Абдулхамидовича Кадырова. Это была формула успеха именно в этой сфере, которую... Вы знаете, это был огромный успех, то, что воссоздано Министерство внутренних дел, потому что у нас было УВД по Чеченской республике. Министерство внутренних дел соседних субъектов было, а у нас не было. Министерство внутренних дел было создано. Также министром был, несколько министров на тот период поменялось. Цакаев, там, до него был Аренин, потом Цакаев, потом Пешхоев. Становление власти, фактически, благодаря Ахмад Таджи, становление Министерства внутренних дел, воссоздание Министерства внутренних дел по Чеченской республике. То, что сотрудники местной милиции начали сами проводить спецоперации, начали наводить порядок в республике. Благодаря, в первую очередь, Ахмаду Абдулхамидовичу Кадырову, благодаря нашему национальному лидеру Рамзану Ахмадовичу Кадырову нам удалось переломить хребет бандитам, террористам, которые находились в нашей республике, где во главе с Рамзаном Ахмадовичем Кадыровым, где он сам лично проводил спецоперации, мы навели порядок в республике. То, что мы видим, это благодаря Ахмаду Абдулхамидовичу Кадырову, первому президенту Чеченской республики, а также главе нашей республики Рамзану Ахмадовичу Кадырову. Это деятельность, в первую очередь, Кадырова. Спасибо, Руслан Шахаевич.
мы плавно переместимся к нашему следующему гостю. Алибек Султанович, знаю, хочу вас поздравить с вашим недавним назначением. Что является главным фактором успешной работы на территории Северного Кавказа силовых структур? И что для вас обозначает путь Кадырова? В первую очередь, путь Кадырова – это вообще начало моей службы вот, в органах. Первое – это МВД Чеченской Республики. Ну, вообще, первая служба безопасности главы, потом МВД, теперь потом внутренние войска, сейчас переформированы войска Национальной гвардии. Что означает сегодняшний путь Ахмад Хаджи, показывает, что продолжение его пути, оно не останавливается ни на минуту, ни на секунду, потому что сегодня уже за рамки нашего региона Чеченской Республики, уже наши военнослужащие, офицеры внутренних войск тогдашнего, сейчас войск Национальной гвардии служат на должностях. Вот это продолжение его пути, правильность выбранного нами, как граждан, как соратников, это что мы никогда не забывали, я надеюсь, и никто не забудет то, что сегодня происходит, то, что глава Республики Рамзан Ахматович делает не просто для одного человека, а для практически до каждого дома, до каждого села, вот, до каждого адресата доходит путь, начатый Ахмад Хаджи Кадырова, не только в республике, а далеко за пределами той же Сирийской Арабской Республики, той же Африки. Перечислять это очень-очень долго. Вот, поэтому, когда мы говорим, что означает, означает моя сознательная жизнь, да, как бы, понимаете, после школы, да, как бы 23-4 года мне было, да, вот это моя жизнь, вот, нахождение рядом с Ахмад Хаджи, и наши соратники, которые сегодня здесь по каким-то служебным причинам не могут присутствовать, да, кто-то на задачах до сегодняшний день, разные задачи, той нагрузки, которая тогда была, как Руслан Шахаевич сказал, нету, потому что этот путь продолжает его сын Рамзан Ахматович Кадыров. Вот. Для этого надо не просто жить там временно. Вот, Рамзан, мы не белгна ости, оливез, белгна ости, да, мулада, он сам тоже не на ости, до Рамзане да мулада. Вот. Стан амдаш, дица, это бесконечно можно говорить. Я в первую очередь, я за себя я говорю, я очень счастлив и рад, что Хастам Будалдон, что я оказался рядом с первым президентом Далазат Лобалда Амхаджи Кадырова. Спасибо. Аптер Ронович, следующий вопрос я адресую вам. Насколько мы знаем, работа в системе МВД обязывает постоянно быть бдительным и готовым к тем или иным событиям 24 часа в сутки. Каково это быть постоянно на страже порядка в республике? Наверное, данная концепция, которая заложена вообще в системе работы МВД, она изначально была вызвана теми требованиями, которые закладывал в первую очередь Ахмад Хаджи Кадыров, когда он говорил те слова, что на территории Чеченской Республики навести порядок могут только сыновья того народа, который непосредственно проживает на территории этой республики. То есть вот эта концепция, которая тогда закладывалась при воссоздании МВД по Чеченской Республике именно Ахмад Хаджи Кадыровым, она по сути своей действует сегодня под началом, под продолжением Рамзана Ахматовича Кадырова. То есть неустанная работа сотрудников Министерства внутренних дел по Чеченской Республике, которая ведется круглосуточно, она по сути своей совместными нашими усилиями мы видим, что привела нашу республику к мирной, процветающей жизни. Значит, надо сказать, что на пути Ахмад Хаджи Кадырова за эти годы погибло более 1600 сотрудников Министерства внутренних дел, значит, внутренних войск, в общем, если взять, значит, всех силовых подразделений. Я считаю, что если бы мы перестали бы вот эту работу проводить вот в таком планомерном ракурсе, то я считаю, что это было бы, наверное, с нашей стороны предательством того курса, который задал нам Ахмад Хаджи Кадыров. Я считаю, что мы не должны, как говорится, равняться ни на кого, мы должны делать эту работу именно в таком формате.
И, если прямо сказать, пусть другие равняются на нас для того, чтобы у них была точно такая же спокойная, мирная жизнь. Аптия Аронович, я знаю, что вы также общаетесь наверняка со своими коллегами из других регионов. У нас есть великий опыт, да, который начинается с первого президента Ахмада Хаджи, и который сегодня ведет глава нашей республики Раза Ахмадович. Бывает такое, что к вам обращаются за помощью именно для системного, допустим, решения каких-то вопросов, да, именно в сфере МВД? Естественно, что мы находимся, как говорится, проживаем в том общежитии, которое называется Российская Федерация, и наши коллеги со всех регионов, обычно они к нам, конечно, обращаются, спрашивают те или иные, как говорится, методы нашей работы с теми или иными видами преступлений. Когда мы им рассказываем, каким образом мы боремся с теми или иными преступлениями, конечно, это их приводит в восторг и удивление. Я скажу, почему, наверное, это удивление у них бывает. Если в любом регионе сотрудники Министерства внутренних дел и представители Росгвардии для того, чтобы решить совместно любую задачу, если они должны, значит, подписать целую кипу бумаг, значит, начиная от одного руководителя, заканчивая, значит, руководителями других ведомств, и только после этого, если они находят какие-то пути соприкосновения, значит, выводятся войска, значит, решается какая-то оперативно-боевая задача, то в нашей республике их больше всего удивляет то, что, несмотря на то, что у нас абсолютно разные ведомства, начиная от республиканского управления ФСБ, заканчивая, значит, Министерством внутренних дел, войсками Росгвардии, представителями этих служб, или любой службы, которая у нас дислоцируется на территории республики, то у нас все вопросы решаются, значит, в онлайн-режиме. Один телефонный звонок, значит, выводятся подразделения, выставляются, значит, решаются оперативно-боевые задачи. После этого мы уже занимаемся оформлением бумаг. То есть минимум бюрократии. Бюрократии у нас в республике, именно в системе силовых подразделений, в принципе, мы можем сказать, что она абсолютно отсутствует. Вот это их всех и удивляет. Если смотреть на то, как они это должны делать и как это делаем мы, то у нас получается за счет того, что мы максимально быстро, оперативно решаем эти вопросы, без бюрократии, получается, что результативность намного выше. За счет этого могу сказать, что мы тоже с гордостью каждый год отмечаем, что у нас самая высокая раскрываемость преступлений в Российской Федерации из всех регионов. То есть это тоже является одним из факторов вот этой работы, которую мы делаем вот в таком онлайн-режиме. Спасибо, Аптия Аронович. Следующий вопрос. Роман Личиевич, вы долгое время занимались и системой МВД, и сейчас занимаете пост заместителя председателя парламента Чеченской Республики. Что для вас, первый вопрос, есть путь Кадырова, и чего стоило того, чтобы добиться, вот элементарно, сегодня бывают такие ситуации, что граждане, жители Чеченской Республики выезжают за пределы нашей республики, и отношение к ним уже абсолютно другое, что было 15 лет назад. Чего стоило, чтобы этого всего добиться? Путь Ахмада Хаджи Кадырова, героя России, в те времена самой главной задачей перед собой ставил спасение чеченского народа. Шел по пути ислама созидания республики. Путь Ахмада Хаджи для меня означает смысл моей жизни. Я подчеркиваю, смысл моей жизни. Почему? В 2003 году, 23 марта, у нас был референдум. Референдум проголосовать за Конституцию Чеченской Республики. Эта Конституция была собственноручно написана нашим первым президентом Ахмада Хаджи Кадырова. Так, Тана вайкама с Конституцией деях, что وين مخا أرى مليت أبو عبان يسبلسا دقو خانش سون أوجر أتخانة أعمد عاش بينش بالغ شقعت شيء بلغل داخلوردر أمنيستي десятки тысяч أدماء حنشر بيقر إذا أجرمنا بواقبو أعمد عاش بين أقطان سام وهو شوحة وقحة
تشنيو خادو حرخلنا وستيو تشعبو إيشة أعمد أجين دتو تيش مناق وستي خل 4 دوشة أعمد أجين أهتر نوخشي تشوحا بريد كالو تانا وي نوخشي تشوح بيزا باس دول دير دقوق أمش وين شو أق تنديرا وي دولشي أتق أمش يقحا وي تانا وي باتشارم زندق ما تشليل وشو политик وينا гущу за пределы нашей республики. Цо духу адам цадало, что пример Сирия хальч не только ночи он беш, мосок он беш цабалош бу, чендера и кеч республик шкери буш, чендера от ардольча вайк о масидок тан мичавахчи. Спасибо. Следующий вопрос я хочу адресовать Алию Увайсовичу. Наиболее запоминающее событие, которое связано с Ахмадом Хаджи, какое оно для вас? И что для вас путь Кадырова? То, что мы видим, и то, что видят граждане нашей республики, это, можно сказать, часть того, что заложено первым президентом Чеченской республики Алазов Павловичем Ахмад Хаджи Кадыровым. И то, что все те позитивные движения, которые происходят в нашей республике, это тоже один из частей пути Ахмада Хаджи Кадырова. На достигнутом это не останавливается, это будет и продолжаться, и продолжается. Все движет и руководит Рамзан Ахматович Кадыров. И как он сам в своих выступлениях неоднократно это озвучивает, что наш народ будет жить в достатке, самой хорошей в республике, среди регионов Российской Федерации, и что мы достойно будем занимать место в России. Это подтверждается и делами, и словами, и каждодневной работой команды первого президента Чеченской республики Ахмада Хаджи Кадырова. Спасибо, Алия Увайсович. Следующий вопрос, Шарип Султанович. Как вы понимаете путь Кадырова и какое наиболее важное событие связано у вас с этим понятием? Путь Кадырова, Ахмада Хаджи, этот путь справедливости, возрождения народа, спасения угнетенных. Этот путь сегодня признают весь мировые известные элимы, шейхи, политики. Путь Ахмад Хаджи спасал чеченский народ от хаоса, беззакония, который в то время, когда создавали здесь разные течения, ваххабизм, и народ шел за этим путем. Я сегодня горжусь, что я именно в команде Кадырова. Но для меня путь Ахмада Хаджи Кадырова — это не просто там сказать, это жизнь моя. И я не заменю это ни за что. Я и мои товарищи, коллеги готовы на этом пути отдать жизнь. Это самый верный путь, который сегодня мы видим. Дересхол, Шарип Султанович, спасибо. И мы перейдем к нашему следующему гостю, Казбек Тагирович. Что вы думаете о пути Кадырова и о тех событиях, которые происходили в вашей жизни? Что для вас осталось самым важным и остается на данный момент самым важным? И что для вас действительно является путь Кадырова? Алазат Обалдол, первый президент России Ахмад Хаджи, ша илм долштак километр, ша она волш, ночи волш, ша километр, цо хажал дал паямара бош пол, не харбушун алла, не хагайтан, тан ознау ха қхюк, надахча далгерга ха ванислу, тан қион даяца ха цанзаман чва хочва болчан масана дагдордойза ойуртар массуяр чкар букучвана шейху хулацахуш
Adam döhhi, şaşak alar var hiyişena. Ha, şa, lurdu noşuk o majuap. Şa kuhtaru sen küygel koyal. Da kuhatan, suatana, khiltak alar vehkan su. Olar ne visarni abol nahkalar beyanat ser. Hakar muallara amnistiye yaş. Hayk al galboyla eyahina dabuan bol naht abayaluş. Tan сожаление эрдук, сожаление, единственное, сожаление yoksa, қида сейк, хаган улы дахуаттана, амат хаш тақуднш неқда сейк, қысах егдалан. Отsun сожаление уса, қида ега зяққан олғална, сонис ног ауы қазақ еш гоқ қияш бина қасис. Я дох кут савяла, цана секунда. Вы говорите о сожалении. Я думаю, что эти слова, вы их берете из самой глубин души, но я думаю, что опыт, который вы прошли, и то, что ваши знания, они могут содействовать и в других сферах. Так что, я думаю, не стоит так относиться к этому вопросу. عمود حش حقودين خلاري ترسو نوع سؤال والشيء إسانيس نعصى لا تانا سبين بول إحتو سويس باش بول لارم خير بايا سرسو تانا دل رئيس هو ويبوش رمزان حاجنا مصو همان تاع تيالغلو ياش ونا وصل داش تان هو روسلان حاجة ابتاجة خوشوا شريف حاجة آدم حاجة هو مصير لارم بوش شيماح كار لارم خلاري القل خوشهم دادات Očki par ona už halavelo busal din dieš, busal din dozerišin, khari ter iqa qosh dawochol, tagan aqwatan. Hal nis na'mon hono dawaj atduq dawo. Huncho hawch wala atdu honis, galiq hawch wala atdu. No dawoch na nis butieš bastieš bor walash bol na ikharbu. Ta da lazwat obal dol amad hash nis na hagaitan. И следующий вопрос, Адам Сайдалханович, вы много бываете за пределами республики и знакомы с богословами других исламских стран. И вопрос мой таков: какова сегодня оценка богословов исламского мира по отношению к подвигу Ахмада Хаджи Кадырова? И что ждет тех, кто в трудную минуту стал на защиту своей родины? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درجي مرشد وغيلة دال بركة دويل ويتغنوه شخيتر Ахмад Хаджи Кадыров – это историческая личность. Ахмад Хаджи Кадыров своим героизмом стал духовным и национальным лидером чеченского народа. Хочу, во-первых, сказать, что обозначает путь Ахмада Хаджи Кадырова вкратце. В исламе есть разные науки. Среди этих наук есть наука, которая называется «Основы исламской юриспруденции», правила исламского правоведения. Ученые этой науки пришли к следующему решению, что все нормы шариата призывают к 5 целям. Первое – это сохранение нашей религии. Второе – это сохранение человеческой жизни. Третье – это сохранение человеческого разума. Четвертое – это сохранение чести. И пятое – это сохранение имущества. И все нормы шариата окружают этих 5 целей. Путь Ахмада Хаджи Кадырова не только заключается в спасении нашего народа. В первую очередь, путь Ахмада Хаджи Кадырова поставил перед собой задачу беречь и сохранить нашу религию. Это является первой целью нашего ислама. Сохранить и беречь религию. И на втором очереди стоит сохранить и беречь народ нашей
народа нашей республики. То есть жизнь человека. И в третьей очереди разум человека. И потом идет, как я упомянул, сохранить и беречь честь. И потом на пятом месте идет у нас имущество. Если посмотреть на героизм и на путь Ахмада Хаджи Кадырова, мы все уверенно знаем, что Ахмад Хаджи Кадыров сохранил нашу религию, жизни нашего народа, честь и достоинство, разумы и имущество нашего народа. Этим он доказал, что на самом деле он стал на истинный правильный путь ислама. Как идеолог Ахмад Хаджи, как и ученый, он признан всеми учеными современности. Мы знаем, что мы проводили в нашей республике исторические конференции, и в частности хочу упомянуть конференцию, которую мы провели в 2016 году, кто они истинные последователи сунны пророка Мухаммада, алейхиссалам. Эта конференция была приурочена к 60-летию Ахмада Хаджи Кадырова. В ней участвовали выдающиеся ученые современности, шейх Аль-Азхара Ахмад Аль-Таиб и другие ученые арабских и исламских государств. Единогласно они всегда говорят и принимают решение, что путь Ахмада Хаджи Кадырова – это путь ислама, путь истины, путь справедливости, путь возрождения, путь обновления нашей религии. И когда меня приглашают на международные конференции, и мне приходится вылетать в арабские и исламские страны, действительно, наши братья из исламских и арабских государств действительно нам завидуют. Они чувствуют, что у них нет такой свободы, которую мы испытываем в эти дни благодаря героизму Ахмада Хаджи Кадырова. Они говорят, наши братья из исламских и арабских государств, сегодня Чеченская республика стала примером для истинного суннизма. Это для нас большая гордость. И мы действительно горды, что мы являемся частью этой великой команды, великого легендарного человека, который вложил самые истинные основы ислама, основы возрождения нашего народа, чтобы мы сегодня с поднятой головой говорили, что мы являемся мусульманами, что мы являемся достойными народа Чеченской республики. И какая награда ждет наших коллег, наших братьев, воинов достойных, сыновей нашего народа, которые с нами сегодня в этой студии присутствуют, и те, которые отсутствуют, но выполняют на высшем уровне достойно задачу и приказ нашего главного воина Рамзана Ахмадовича Кадырова. Хочу помянуть хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который гласит, те, которые стоят на страже, спасая своими действиями жизни своих братьев-мусульман, нашего народа, скажем, когда они умрут, их деяния как будто продолжаются, но они умерли. Но как будто они живы. Их благие деяния будут продолжаться, и они будут за это получать награду. Те, которые не стоят на страже, они, когда умирают, их деяния приостанавливаются. Но те, которые стоят на страже, сохраняя своих братьев-мусульман по вере и в целом свой народ и свое государство, для них ждет такая награда больше, чем тех людей, которые совершают желательные посты, совершают желательные молитвы, намазы. Я думаю, что это для них это большая гордость. Почему? Потому что для них ждет очень большая награда от Всевышнего. Дейл наук-ляха бусулба дош-дошьяк. Амларда дейл ду'аниятаса с искренним намерением ради Всевышнего. Это главное условие, чтобы получить награду от Всевышнего. Мы нуждаемся в искренности. И то, что мы все делаем, это было
ради Всевышнего, чтобы беречь наш народ, чтобы беречь нашу религию. И тот, который трудится на этом пути, он трудится на пути Всевышнего Аллаха. И если он умрет на этом пути, он, несомненно, умрет на пути Всевышнего Аллаха. Он и получит ту награду, которую получат шахиды, которые пали на битве ради возвышения Слова Всевышнего Аллаха и сунну посланника Аллаха. Мы все знаем, что в Чечне функционирует 6 школ хафизов, которые не имеют аналогов во всем мире. И года 3 назад, если я не ошибаюсь, мы получили приз, мы участвовали на конкурсе международном в Саудовской Аравии, мы получили приз «Самый образцовый институт на международном уровне по подготовке хафизов». Это говорит о том, что чеченский народ и глава чеченского народа, служитель Корана, как его называют современные ученые арабского и исламского мира, доказал, что мы больше, чем другие народы, уважительно, возвышая священный Коран, относимся таким образом к священному Корану. Это для нас большая гордость, и для нас большая честь. И у нас функционирует, скажем, один из лучших исламских вузов, университетов на территории Российской Федерации. Это Исламский университет имени великого шейха Кунта Хаджи Кишиева. Каждый год уже уходят с этого университета выпускники, уже молодые алимы. У нас функционирует более 1000 мечетей. И самое главное в наших мимбарах, мимбар – это место, куда поднимается имам в пятничную молитву и читает он пятничную проповедь. И во всех наших мечетях единым голосом наши имамы, наши ученые, наши хатыбы говорят одно и то же. Что значит одно и то же? Мы, чеченцы-мусульмане, испокон веков исповедовали религию ислам. Мы приверженцы мазхаба школы имама Аш-Шафи'и. Мы последователи пути суфиев, дух тариката Кадари и Ан-Накшабанди. И наши все ученые, наши богословы, поднимая этот истинный лозунг ислама, Корана и Сунны, лозунг тариката Кадария и Ан-Накшабандия, один голос мы всех призываем к справедливости, мы всех призываем, чтобы все наши граждане придерживались к истинным ценностям ислама. И я хочу сказать, завершая свой разговор и свое выступление, что Ахмад Хаджи Кадыров является истинным защитником ислама. Он не только является защитником, он, защищая истинные ценности ислама, он стал обновителем ислама. Что значит обновитель? Когда пришли в нашу республику международные лжеидеологи, экстремисты и террористы, поднимая лживые лозунги именем Корана и Сунны, призывали нашу молодежь к религиозному хаосу, искажая правильное толкование Корана неправильным толкованием. Они толковали, давали разные же неправильные комментарии цитатам Корана и Сунны и хадисам нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И эту лжеидеологию Ахмад Хаджи победил правильным своим идеологиям, как он был и богословом, и выдающимся ученым, который взял науки ислама из уст выдающихся ученых современности и своего села, и из Средней Азии, и, в общем, арабского мира. Своим духовным, религиозным подвигом Ахмад Хаджи стал обновителем религии в наших краях. Да смилуется над ним Всевышний Аллах и примет его мученичество вместе с подвижниками и мучениками, которые упали шахидами вместе с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям. И просим Всевышнего Аллаха, чтобы он помог нашему лидеру Рамзану Хаджи Кадырову, достойного сына своего отца, достойного сына своего народа, чтобы Всевышний Аллах продлил его жизнь, чтобы мы всегда видели его
во главенстве нашей республики. И я благодарю наших гостей за то, что они пришли, украсили сегодняшнюю передачу, украсили нашу студию «Путь Кадырова». И на картинках мы видим, что значит путь Кадырова. Это возрождение нашей республики, это экономика, это здоровье человека, это справедливость, это наука. И поэтому, иншаллах, пока мы живы, пока наше сердце бьется, мы по воле Всевышнего Аллаха будем продолжать этот священный путь. Аминь. Я знаю, что каждому из вас есть что сказать, и если вам есть что добавить, я вас коротко. Для молодежи мне хотелось бы добавить то, что мне пришлось быть в зарубежной поездке вместе с Ахматом Абдулхамидовичем Кадыровым, Даладут Облдуэльцин, Далде Алуэль, Ирак, Иордания, Сирия и Египет. В 4 странах. Находясь там, когда Ахмат Абдулхамидович Кадыров встречался с Саддамом Хусейном, у них встреча была. Я хочу, чтобы молодежь поняла, настолько это все было. Саддам Хусейн, когда разговаривал с нашим первым президентом Чеченской республики Ахматом Кадыровым, он сказал: Ахмат Хаджи, чеченцы мужественный народ. Вас миллион. Зачем вам это нужно было? Спаси свой народ. У тебя путь правильный. Он говорил, что в 1993 году, когда ко мне приехал Джахар Дудаев, когда он говорил, что он поставит на колени в России, что он завоюет независимость, я понял, что он принесет горе вашему народу. Кто вам даст построить отдельное государство внутри России? Идеи его были абсурдными, он говорил. Саддам Хусейн в этот период. Просто я хочу, чтобы молодежь поняла, что настолько это самое. И зарубежные лидеры понимали то, что тогда, в кавычках, так называемые лидеры, идеи их не даже были абсурдными. У нас одно единое государство, отделиться, на что жить тогда? Просто это действительно идеи были абсурдными. То, что Ахмат Хаджи сделал для нашего народа, неоценим вклад. То, что нам удалось добиться позитива в республике, то, что благодаря Ахмат Хаджи, путь Ахмат Хаджи, я считаю, это то, что мир процветает для нашего народа, это путь Ахмада Абдулхамидовича Кадырова, потому что он вышел ради спасения нашего народа. Он за это отдал свою жизнь. То, что сделано Ахмат Хаджи, то, что добились таких позитивных результатов, это то, что было задумано Ахмат Хаджи, все притворено в жизнь именно главой нашей республики, героем Республики Рамзан Ахматович Кадыровым. Даладот облар ам даже дал дегал бол ам даже арбяхан не я дегал мелал кенти даладот облар дал дегал бол смысл. Итак, наши гости, теперь, с вашего позволения, я закончу наше ток-шоу. Хочется сказать, что, несомненно, роль Министерства внутренних дел и силовых структур неоценима. И тысячи жизней сынов Чечни легли в алтарь мира и процветания. И завершить я хочу наше ток-шоу словами первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Дала Боко Тула Юэла.